высоко в небесах беззаботно жил-был бог Ен с дочкой Зарой. Ну и смотрит девушка на землю. Ой, как ей захотелось на землю, что ж там творится? А отец всегда серьезные, говорит, не надо туда, на землю, там леса густые, там медведи бегают, там речки глубокие. А девушка-то думала, как же быть? Увидела радугу, и она скатилась по радуге прямо к ручейку. А там гуляет вот молодой человек, хозяин тайги, Пера. Знаете, наверное, первоохотника. Ну, они встретились, познакомились и понравились друг другу. А радуга-то ушла, поднялась. Ну что же, они стали гулять. Ну, отец опять рассердился. Такую жару нагнал, все высохло. Они нашли ручеек, и там они жили. Прошло еще какое-то время. Значит, отец все сердится. Наводнение, все залило водой. Ну, что они придумали? Они сделали плот и опять пережили. Смотрит отец. И что же делать? Смотрит, а там уже на земле-то за это время родилось у них 7 сыновей и 7 дочерей. И это наши предки. Помни народа. Помни народ, да. А культура помни народа. Но вот когда мы пели, а потом думаем, ну как пели, так и пели. Если 60 лет не пели, соловьями не завоевали. Я, например,